президент объявил сроки голосования по поправкам в Конституцию. Это должно произойти 1 июля. Притом и президент, и все мы прекрасно понимаем, что поправки эти уже приняты. Следовательно, сам процесс голосования абсурден, абсолютно нелегитимен, противозаконен и просто вреден, потому что на самом деле эпидемия коронавируса, во всяком случае в регионах, откровенно находится на подъеме. По цифрам, которые есть здесь, ситуация откровенно ухудшается. Постарайтесь понять простую вещь. Эти поправки уже приняты. Переворот произошел. И теперь власти за счет голосования надо легитимизировать уже произошедший конституционный переворот. Суть происходящего проста. По сути, поправки являются конституционным переворотом и дают возможность узурпации власти. И все это голосование сейчас требуется власти лишь для того, чтобы легитимизировать уже произошедший конституционный переворот. В регионах ставят задачу создать движение на участках и продемонстрировать максимальную явку. Явка — это поток народу, это динамика, это участки и вокруг участков, заполненная народом. Это визуальная легитимизация происходящего. Понимаете, да? То есть задача показать картинку. Ее не придумаешь, не нагонишь, не вбросишь. Ее можно только создать. И когда по телевизору начинают гнать эту картинку, там же не вычленишь того, кто пришел сказать нет. Это общая картина явки. Это то, что легитимизирует любые нарисованные цифры и внутри страны, и для мирового сообщества. Если люди не идут на участки, то картинки нет и говорить не о чем. Поэтому поймите одну простую вещь. Самое важное для них явка. Это движение на участках, это толпы народу. И если они сумеют создать эту визуальную картинку явки, цифры они под нее нарисуют любые. И это абсолютно легитимизирует конституционный переворот и в глазах населения, и в глазах общественности. Это то, что я вам хотел сказать о явке. Навальный очень жестко выступил, назвал халуями тех, кто призывает идти голосовать за поправки. Жестко, но вынужден с ним согласиться. Причем, знаешь, с халуями история такая. Халуям нравится быть халуями. Халуям выгодно быть халуями. Они настаивают на своем праве быть халуями, но они очень не любят, когда их называют халуями.